Военный оркестр Росгвардии готовится к параду. Присутствуют юноармейцы и сами инициаторы акции «Парад у Дома ветерана», актив партии «Единой России». Ждут главного участника мероприятия. Ветеран Магомед Хасултанович Медаров, единственный ингуш, фронтовик, оставшийся в живых. Выйти на парад в полном здравии и не без помощи посторонних не позволяют года. Ему исполняется 100 лет. Не без преувеличения Магомед Хасултановича окружают заботой со всех сторон. Продуктовые корзины, подарки, фрукты и сладости от единороссов Назрановской администрации, депутата Госдумы Муслима Татриева. Пожелания и теплые слова в адрес славного воина, героически оборонявшего Москву, дважды раненого, удостоенного ордена Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу и ряда других. Отважный сын своего народа и отчизны, он сдержал натиск фашиста, прославил свою малую родину и вернулся домой, являясь примером мужества и самоотверженности. Торжественным маршем личный состав управления Росгвардии по Ингушетии, а также юноармейцы и курсанты Горского кадетского корпуса проводят парад у Дома ветерана. Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменная благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас великую страну. Сегодня мы говорим спасибо всем тем, кто приближал победу, ветеранам войны и тыла. Спасибо и нашему ветерану Магомеду Хасултановичу Медарову. Акция «Парад у Дома ветерана» проводится в рамках реализации федерального партийного проекта «Историческая память» в преддверии 9 мая. Реализуя мероприятие всероссийской акции Росгвардии «Эстафета подвига» к параду у Дома ветеранов присоединились и сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии. С учетом того, что ветеран у нас остался в Республике Ингушетия один-единственный, которому, к слову, в этом году исполняется 100 лет, каждый из присутствующих считает своим долгом и честью поучаствовать в параде у его дома. Историю надо знать. Где-то 21 тысячи ушли на фронт, 6,5 тысячи, как вы знаете, не вернулись. Из них добровольцев были 4700 человек, более. И еще поставлено было звание Героя Советского Союза. Как у нас есть информация, 58 человек, но есть информация, что 88 человек были поставлены. Так что мы народ мужественный, стояли постоянно на рубеже нашей Родины и будем дальше стоять. Непривычно прохладная майская погода вынудила продолжить мероприятие уже в доме. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.